городских управ и 7 пригородных поселков. А вообще по сельским территориям есть замечательная программа Минсельхоза, которая называется «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках нее строятся объекты социальной инфраструктуры, выделяются кредиты, в том числе сельская ипотека, потому что в селах надо сохранять традиционный уклад, значит, на селах должны жить. Я на недавнем совещании на форуме «Арктика» на круглом столе с депутатами Госдумы выступил с предложением: давайте для территории Крайнего Севера и арктических зон, для городских округов столичных, внесем изменения в законодательство, чтобы КРСТ могло включать и пригороды этих населенных пунктов для обеспечения продовольственной безопасности, в том числе, чтобы можно было выстроить агропояса. Тогда мы могли бы в городе Якутск, наши Хатасы, Тулагина, Кильдянцы, где люди по большому счету живут таким же сельским хозяйством, как в Намском, Улусе, Горном, привести дополнительные инвестиции в развитие того же агробизнеса, в развитие, значит, социальной инфраструктуры. Инициатива была включена в итоговую резолюцию работы форума «Арктика». Будем сейчас отслеживать, какие будут предложения. Я внес предложение по 13 субъектам включить, Архангельск, Мурманск и поехали. Эти городские округа, чтобы была возможность села включены в программу КРСТ. А второй вопрос про что был? Про собак. Да. Про собак. В этом году отловлено собак больше, чем в прошлом году. Из года в год увеличивается количество отлова собак, количество средств, которые выделяются. Значит, к сожалению, собак, значит, у собак сейчас на территории нашего приюта ведется сейчас работа по бруцеллезу, да, то он есть, то его нет. Департамент ветеринарии занимается этим вопросом. Соответственно, у нас встает задача, чтобы процесс отлова ни на минуту не останавливался. Мы вносим дополнительные решения, чтобы была отделена отдельная чистая зона, значит, от грязной зоны, но процесс отлова не должен останавливаться ни на минуту. Чтобы, не дай бог, не случилось той беды, которая в прошлом году, к сожалению, случилась. Вопрос очень опасный, тем более для нас, для северного города, когда в морозы мы видим устойчивый тренд, что собаки формируют стаи. Отлов усиленно ведем, ежедневно проводится штаб. Одна из ключевых задач работы, которую проводит блоком ЖКХ, это отлов собак. За этот год финансирование составило 46 миллионов на отлов и содержание собак. Колоссальные деньги. Спасибо.